Ой. Bibert kardeşim. Orusça mı söyleyecek mi? Kalay tabesi alay söyleş sene. Ayt sonra. Говорит Биберт Джукаев, председатель Совета старейшин Конгресса Карачаевского народа. Да, расскажите, пожалуйста, вот ваши чувства сейчас, ваши Я эмоции. всегда, смотря на этот памятник жертв депортации Карачаевского народа, я всегда обязательно, мне наступают слезы на глаза. Нас в 43 году, 2 ноября, мне было исполнилось как раз 10 ноября, а 2 нас выставили, 6 лет было. Я помню, как так Тубабекеров нас везли в город Кисловодск на товарную станцию, там загружать. И что примечательно, запомнил я это время, мне было очень больно, и по сегодняшний день я, когда вспоминаю это, я обязательно плачу. Когда нас загрузили в вагоны, двери заколотили, и появилась такая тишина, можно было услышать, как летит муха. Такая тишина была, и когда уже крикнули, вот я русское слово «трогай», это в этот день я запомнил раз навсегда. И там провожающий говорит «трогай!» И паровоз только тронулся, как ревом все вагоны в одно мгновенно вместе, как будто бы это был какой-то спектакль, заплакал. Весь все вагоны выли. Не то, что плакали, выли. Выли. И мы поехали. Они, видимо, я это уже не помню, в Минводах была остановка какая-то маленькая, и продолжали следовать. Умерших, это уже до Сталинграда было, умерших выбрасывали из вагонов, строго следили каждый человек, хозяин одного вагона, их бывало двое, один стоял у двери с автоматом, другой искал, если кто-то умирал, обязательно его вытаскивали и выбрасывали. Будь оно на землю, будь оно в реку, будь оно с моста, выбрасывали их. И когда мы подъехали к понтонному мосту, этот мост для испытания нас поставили рельсы и пустили нас, наш поезд. Перед, не выходя через Волгу, не выходя из Волги, зад только взошло и ждали сутки. И Господу тысячу благодарность нашему великому Всевышнему Аллаху, что Он нас спас, выдержал этот мост и продолжали путешествие. Дедушка спрашивает мою мать: дочка, скажи, говорит, мы проехали Волгу? Да, говорит, мы уже проехали Волгу. Он говорит, может быть, кто-нибудь еще останется живой, если не потопили. А был такой разговор, а если потонет, мост не выдержит, вернее, рельсы не выдержат. Он говорит, пускай тонут, не жалко. Вот такие разговоры Это были. кто говорил так? Это говорили командующие из Москвы, да? Да. Высылкой кто руководил? Конечно, частично это, не то что частично, в основном были евреи, я не буду это скрывать, командиры. И я помню, как рассказывали, я не видел глазами, но я понял, что оно действительно в наш адрес. Полковник, когда ему говорят там, сколько там у тебя этого, он мне говорит, уже вагон пустой, все вымерли, говорит. Когда он вытащил пистолет, говорит, и застрелился, это было точно. Это подтвердят все остальные. Я этого не помню и не видел я глазами. Но это было, это факты сегодня рассказывают об этом. Очевидцы рассказывают. Очевидцы, да. И он застрелился, там же, в висок себе пустил пулю. Надо ж. 18 суток в пути привезли нас на станцию, на товарную станцию Джамбул. Это Казахский СССР. И начали распределять. Там брички такие, боже мой, 2 лошади, только одни хомуты. И по сторонке на этих хомутах из веревки витые. Вот в таком порядке худые. Они 100 километров нам надо было еще на этих арбах ехать. Когда приехали, я не помню.
Но я помню точно, вечером, примерно под вечер, привезли к одному дому. Этот дом был стоял, я не знаю, кто это строил, видимо, какого-то богатого человека. Железом крытый, обыкновенный, стандартный дом. Мы в этот дом попали. А когда зашли, деревянная кровать. А мать моя говорит, смотри, говорит, еще кровать есть для нас. Ну, мы зашли, и там парень, ну не парень, ему лет 15-17, с матерью жили. Вот. Казахи? Киргизы. Киргизы? Да, мы в Киргизию попали. И утром, да, мы все легли спать, сразу же легли, усталые с дороги. Видимо, уснули. Мать утром встала, омовение приняла и начала молиться. О, этот пацан говорит, это киргизенок. О, прямой был намаз кылып ятыры. Это мусульмане, оказывается. А нам говорили, это людоеды деп. Мала айтқаны құлағымда тұрады, мапсағатта да. Поэтому потом мать говорит, ты старший, говорит, а племянница матери, ну старшей сестры, дочка с нами была, она как приехала к нам в гости здесь на Кавказе, так ее вместе и выслали. Мать говорит, я сейчас посмотрю, может быть, кто-нибудь еще из наших, кто-нибудь есть в этом месте. А ты, говорит, за старшего остаешься, смотри, говорит, детей это самое. А они маленькая сестра, ей 3 годика, а той, по-моему, 2 годика, да, 2 годика. Сестренки двоюродные. И мать, когда вышла, пошла на второй дом по этой улице, второй дом справа, увидела свою мать с кумганом на руке, она с туалета шла. Дочка, друг другу кинулись, обнялись. Ты иди, говорит, домой, отец, говорит, там молится, наверное. Я сейчас быстренько. А мать говорит, мам, говорит, я вот дальше посмотрю, может, еще кого-нибудь из наших найдем. Проходит старшая сестра в том же, уже да, справа. Проходит дальше еще одна сестра родная матери. Нашлись там. Все трое, да, все трое нашлись, и они очень обрадовались. Ну, мы там долго не были. Я скажу так, нас никто ненавидел, ни киргизы, ни казахи, ни русские. Боялись нас. Сначала, просто да? Да. Изначально. Да, изначально. Как головорезы, как людоеды, так представили нас. Да, представлены мы были. Проходит время, это зять матери, муж старшей сестры. Мы здесь, говорят, погибнем все с голоду. Я говорю, здесь, говорят, где-то конзавод недалеко. Я, говорю, съезжу туда быстренько. Если они нас примут, мы переедем туда. Ну, коменданту, я не знаю, что там они подсунули. Рубли или что-нибудь такое, я не знаю. Или что-то. Короче говоря, взял пропуск, поехал, договорился. Он говорит, директор, говорит, я как сегодня помню, Путрин. Он говорит, мне трактористы нужны. А как раз дядька мой окончил курсы трактористов. Мы были высланы, у него удостоверение. Есть, говорит, мой Шурин, говорит, он тракторист. Тогда давайте переезжайте, говорит. Дал нам 3 брички, 3 семьи, 3 семей, да. Все сели, дедушка с бабушкой с нами, и привезли в это место, в конзаводе. Там были абсолютно отдельные денники, куда вмещались жеребцы, там, скаковые лошади. Короче говоря, под открытым эту зиму мы еле-еле перезимовали. Потом пошел болеть, брюшной тиф настал. Начали люди умирать. Мы попали в больницу, я, мать и сестра. В больнице, в Таласской больнице, хорошо, что у меня тетя родная и дедушка. Они жили в городе. А он устроился экспедитором, и он муку в карманах приносил домой. Для того, чтобы сварить... мамалыгу. Да, мамалыгу. Кашицу. Да. И этим самым мы начали более-менее, да, более-менее было хорошо. После болезни, значит, мать там умирает наш, и говорят, Люба и Вера были, я их никогда не забываю, 2 медсестры.
бедные дети, говорят, они, наверное, тоже умрут. У них мать умерла, говорит. Я это понял. Просто не то, что я знал русского языка. Я и не знал, но понял. Бедные, говорят, они тоже умрут. А там, видимо, много употребляли слово «умерший». Поэтому я вот запомнил. А потом я взял за стенку, держась за стенку, я не мог стоять. Иду, подхожу ближе, где мама жила, вернее, лежала в палате, в другой палате. Я прихожу, а мать дома. А как получилось? Когда следующего умершего принесли в морг, у меня мама начала ныть. Она живая, говорит, живая, и притащили ее обратно в постель. Ты смотри, ее в морг отнесли маму. А в морге обнаружили, что она живая. Да, она живая. Ну, я говорю, мама, тебе говорили, что ты умерла, а ты живая? Я говорю, да, говорит, сынок, ничего, теперь, говорит, я выживу, и вас тоже, выхожу. И обняла меня, говорит, иди, чтобы ты не заболел, иди, быстренько иди в свою палату. Сейчас я уже нормально, я могу говорить туда-сюда. Когда мы все вышли оттуда, приехали, дядьки за то, что он тракторист, дали ему комнатку, одну комнату. А мать, отец, дедушка и бабушка к этому времени оба умерли. Не с голоду умерли они. Они от тифа умерли. От холода, от тифа. И нас осталось, значит, дядька, один на фронте был, старший. Так начали трудиться, мать трудилась в поте лица с утра до вечера, не зная рассвета, не зная это ночи. Она была удостоена орден Трудового Красного Знамени. Этот орден, по-моему, еще дома лежит у нее. Так получилось, что народ начали понимать, что мы действительно работяги. Было очень роскошно, уже начали жить. В общем, короче говоря, я скажу, что если мы не лучше жили тогда, чем сейчас, наверное, лучше, чем сейчас в настоящее время. Духовно даже, да? Да, даже духовно. И вначале это самое все. А директор к нам поступил, новый директор, Приходько Федор Антонович. Он уроженец города Армавир, сын крупного хозяина. Был выслан раскулаченный. А тренером он назначил к нам осетина Карабугаева мусульманин из Дегорца, вот здесь, с Осетии, Мурат Измайлович. Когда начали сюда переезжать, уже дали разрешение, вот собираются наши делегаты в Москву, приедут, расскажут. И когда добились уже освобождения, нас быстро уже никто не подписывал, нас отменили подписи, те, которые живы и здоровы, подписывались каждый месяц. Ну, я до того возраста не дожил, просто уже сняли это дело, подписи. И когда начали переезжать, нам разрешили везти сюда по одной корове. И я говорю, ребята говорят, ты иди, говорят, по-русски ты больше знаешь, чем мы не жили. Мы, езжай, говорят, к директору и попросили разрешения, чтобы затюковать сено. Каждой корове 12 тюков подсчитали по 40 килограммов. Идите, говорят, возьми одного старика и иди. Я взял одного старика, приходим. Здравствуйте, Федор Антонович. Кто к нам пришли? Кто к нам пришли? Боже мой, дедушка с молодым человеком. Что вы желаете, что вы хотите, дейде? Аллах ядам дейде. Мы хотим, чтобы вы нам разрешили по 12 тюков на каждую корову. Вы знаете, сколько семей выезжает отсюда. 44 семьи карачаевцев жили там. Он говорит, вот это добро, и заплакал. Вот это богатство, это ваш труд, дейде. Тюкуйте сколько хотите. Я разрешаю, дейде. Да. Мы оттюковали столько, сколько нам надо было. Он выделил лес, доски, в вагоне там сделали нары нам, когда погружали уже скот. Начали уезжать, нас страшно, и даже в последние дни киргизы не были нами довольны.
Они не рабочий народ. Конечно, я скажу честно, я никогда ничего не скрываю. Вот. Поэтому сказать, что они плохие, я не скажу. Вы уезжайте, ты, говорит, езжай отсюда, он тебе же загрузили, а ты, говорит, здесь стоишь. Езжай, пожалуйста, уезжайте поскорее. Я говорю, сейчас осталось немного-то. Сейчас загрузят все остальные машины, вместе поедем. Они, нет, ты езжай, и все. Я тогда след двоим намылил морды, таким ребятам, как своего возраста. Они сразу разбежались, загрузились. И я начал плакать, когда начался тронули. А 1 мая там маки зацветают, все степи красным цветом. И горы, и степи, да, и мака. все. И Красота я начал плакать. Киргизии. Мне так жалко было, что я расстаюсь. И сегодня я с любовью обращаюсь к Аллаху. Дай, говорю, мне счастье, чтобы я увидел эти места по новой. Сами мы вернулись на Кавказ. Киргизы очень добродушный, Да. миролюбивый народ, гостеприимный, Да, очень, поделятся последним очень, хлебом, очень. Последним куском хлеба. Конечно, как и среди любого народа, были такие, которые вот высказывали негатив, сам народ, так же, как и мы, страдал, их дети, мужья были на фронте, как и наши. Что делать? Что делать? Эти дни, Вот когда нас выселяли, как раз моего отца в Сталинграде убит был. В Сталинградском сражении. Отец в Сталинграде. Отец мой, да. Ему скажите имя, фамилия, отчество Мое? отца. Джукаев Умар Аубекирович. Погиб в Сталинграде. Погиб в Сталинграде. В битве снайпером был. Вот ударом вот в висок с этой стороны вот вышел. Пуля. Вот. Царство небесное. Конечно. Потом поняли нас. Нас еще даже, я вот не боясь никого, не стесняюсь, я прямо скажу открыто, уважаемая сестра Байдаман. До сих пор держат много героев, вот сейчас еще выходит новый. Как я знаю, 2 человека вышли новые герои снова. Это один Семенов Наурус Хадаевич. Он оторвало ему снарядом ногу, вот отсюда оторвало на фронте. И он выругался, командир рассказывал, он выругался на своем родном языке и, говорит, сбил немецкий бомбардировщик с боевой винтовкой. Ты смотри. Вот эта заслуга его, треугольное письмецо, я у тетки на руках брал и читал это, и отдала надо. Сейчас не знаю, где лежит это письмецо. Вот. Он заслужил героя. И такой страшный, говорит, взрыв был, бомбы-то еще не расходованы были. С этим он, когда его сбил, взрыв. да, страшно там было, говорит. Вот такие дела. Не знаю, может быть. А кто еще герой? Семенов, еще Второго кто? сказали некий Узденов. Некий Узденов. Вот. Если Да. глубже раскопать, Декушеву надо было дать. Ой, много, конечно. Из-за того, что мы были политически репрессированный народ, многим не дали заслуженные награды. После войны нашел вот Дугерби, ему дали, да, кажется? Да. Это уже через сколько лет? Да, Вот, да. готовая была награда, но почему-то вот через много лет ему Вот. вручили. Ижаев Абдулла, вот там фотографии на Героев Славы. Он герой Российской Федерации. Он дважды был удостоен героя. Один орден, русский парень, товарищ, он сюда приехал к нам в гости, к нему домой. Он посмотрел, ты, говорит, Николай, это ты, да, говорит. А он такой тихий был, это Ижаев. Он, командир ему говорил, Ижаев, говорит, Абдулла, ты, говорит, мирная, когда не стреляют, нет войны, когда спокойно, говорит, тебе слова не выдавишь. А почему, как начинается бой, ты, говоришь, звереешь, ты, Ты смотри, вот таким был он мужиком. Надо ж. Дважды героя он заслужил. Вот сейчас я очень стараюсь попасть. Не знаю, как это у меня получится. Пока еще ноги носят генералу Семенову. И там в Подольске надо искать его заслугу вот насчет самолета. Я хочу, чтобы он получил свой орден. Вы еще общественный деятель, известный, много чего делаете хорошего для народа. А еще, чтобы все знали, вы художественный руководитель знаменитого фольклорного ансамбля «Бура». Скажите про свой ансамбль пару слов.
Как сказать, меня однажды вызывает глава нашего района Байрамуков Рамазан Пахатович. Я прихожу к нему, заходи, говорит, он тебя ждет, секретарша говорит. Я захожу, салам алейкум, алейкум ассалам. Говорит, садись сюда, говорит. Ты знаешь, у меня, говорит, идея к тебе. Что такое? Ты, говорит, должен организовать ансамбль о возрождении старинных карачаевских песен и традиций нашего народа. Я говорю, я это не смогу. Во-первых, надо очень много волокиты там будет. Не смогу я это. Нет, говорит, мне сказали, только он может справиться. Больше никто не справится, чем он. Я тебя очень прошу, постарайся, говорит. История тебе никогда не забудет, говорит. Ну, когда он сказал, история тебе не забудет, я говорю, ну, попробуй. Я, говорю, тебе помогу. Во всех отношениях помогу, сказал глава нашего района. И помогал материально? Огромное спасибо, он здорово мне помог. Умница какой, Рамазан Он Пахатович. очень помог, не то что помог, и по сей день помогает он еще. Спасибо ему. Да, с его наставлениями, с его просьбами многие помогли мне одеться в национальных костюмах у нас. Это ж дорого, конечно. Еще самое главное скажу, мы одеты с ног до головы, трехкратно одеты. Ну, это белый цвет, зеленый цвет, бордовый цвет. Национальные костюмы, да, дорогие. Я вот недавно, примерно месяц-полтора, а то и больше, нет, наверное, не больше, мне звонок приходит с Горячеводска. Салам, салам, Биберт Хаджи. Салам. Ты меня узнаешь? Я говорю, Амина, это ты? Она говорит, да, это я, Амина. Что хотела, говорит, ты что закажешь, что я сделаю, я говорю ему. Ей. Она говорит, Биберт, ты знаешь, говорит, я хочу стать спонсором к вам. Шить костюмы на твою группу, говорит, бесплатно. Охо. Да. О? Zırva başlayayım diye. Kılıçta bıçakla kazavat etelle alana uğurlarım ayrışıp bu da kazavatta köprü baradıla kanda kovallaga katışıp Meni de sağatta Keleyenam bizge narsana kurortha Menden Meşak ettim. Sen de beni sorup durasa uyanam Kızladaki lele frontha Ukrayna'da balçıkta sulanıyanam Biz de bavullanıp içebiz Kopalanı içine oturup sonra Kesip bizge kebin biçebiz Birinci de kere okta tigeninde Sanitar kız çıplak ettiler İçeyim emeni aladacama usalıp sonra Sen korkma canına dediler İkinci de kere okta tigeninde Sanitar katınla cettiler Caralar muva kanın kıyalmayın Mamuktan boşlukla ettiler Üçüncü kere de okta tigeninde Sanitar itlecettiler Arttaman armuva alayda tavusup Sürüp taş yanına yelttiler
Olmen жатуучу арада отоого карада жабылайгин заводта жүрген балабыз деп анам биз жыңныда маңа кара кийгин